Я думаю, что с волей крымских татар, да и у всех здравомыслящих людей все в порядке. Другое дело, что российские власти предпринимают такие действия, что сама борьба за собственные интересы приобретает несколько иные формы, очень похожие, как это многие говорят, с советским периодом. То есть многие вынуждены скрывать свои истинные взгляды, убеждения и так далее, но находят те или иные способы в, скажем так, не чисто политической, наверное, сфере, но в экономической, культурной, какой-то социальной, просто гражданской такой активности проявляют солидарность друг с другом и поддерживают тех активистов, которые, несмотря на существующие угрозы, со стороны государства открыто выражают свою позицию. Вот поддерживая какие-то их организуемые ими акции, люди продолжают демонстрировать свою позицию касательно нынешнего состояния Крыма, будущего Крыма и того, в каком государстве они все-таки хотят жить. И немаловажным, я постоянно об этом говорю, индикатором подобных настроений является участие, а скорее не участие в различных политических акциях, празднествах, выборах на территории Крыма. И вы прекрасно знаете, как журналист телеканала АТР, что большинство подавляющее крымских татар, да и не только крымских татар в Крыму в значительной мере не участвуют в избирательных кампаниях. Это, на мой взгляд, наиболее такой яркий показатель того отношения к существующей власти, к России, которая в незаконный способ, собственно, осуществила присоединение Крыма или аннексию Крыма. И это очень важно. Конечно же, все эти препятствия, ограничения в правах, они в значительной мере делают менее эффективной активность граждан, но между тем говорить о каком-то упадке, о какой-то пассивности нельзя, потому что активность существует, просто она менее заметна, наверное, для невооруженного такого взгляда. Как вы считаете, есть ли перспективы того, что россияне выполнят решение суда ООН о восстановлении, снятии запрета с Меджлиса, и организация это сможет полноценно работать и защищать права крымских татар в Крыму? Извините, Роман, не было вас слышно. Я спрашиваю, есть ли перспективы, что россияне, Российская Федерация выполнит решение суда ООН о восстановлении, о снятии запрета с Меджлиса, и Меджлис сможет работать в Крыму полноценно? Я думаю, что добровольно Россия этого делать не будет, потому что у нее было на это время. Как только было принято это решение, мы проконсультировались с юристами-международниками, в том числе и из Москвы, которые помогали нам в свое время в этом судебном процессе. И оказалось, что не существует, в принципе, никаких юридических возможностей, чтобы принудить, заставить или убедить Россию выполнять это решение, поэтому его исполнение связано исключительно с тем, или в России, или в голове руководства России что-то поменяется, или международное сообщество найдет способ убеждения или давления, в том числе, я не знаю, экономические санкции или какие-то иные возможности, чтобы Российская Федерация все-таки выполнила это решение. К сожалению, с нашей стороны предпринять какие-либо шаги невозможно, поэтому Российская Федерация, с одной стороны, отказывается исполнять решение о восстановлении деятельности Меджлиса и снятии запрета с его. С другой стороны, мы отмечаем, что Российская не осуществляет какого-то такого явного давления на людей, которых можно ассоциировать с Меджлисом, по крайней мере, таким открытым способом, осуществляя
такое неявное воздействие, проверки на границах, там беседы с людьми, звонки, намеки там, и так далее. Вот как недавно был, например, обыск у гражданских активистов Дилявера Бекирова и Ролана Усманова, которые членами Меджлиса не являются, но разделяют те ценности и те принципы, которые задекларированы в решениях Курултая Меджлиса. И еще один вопрос. Формально запрет истек 2019 год, это когда прошли 5 лет, после которых теоретически Мустафа Джамилев может ехать в Крым. Вы себе представляете этот момент сейчас? И если он возможен, то когда, при каких условиях? Я думаю, что несмотря на формальный запрет пересечь границу на данный момент Мустафе Джемилеву или кому-либо из тех, кому запрещен въезд, навряд ли удастся. Найдутся тысячи формальных оснований. Я напомню, что и сам запрет, если вы помните хорошо, на границе какой-то сотрудник пограничной службы вручил какую-то бумажку. Все. До этого бы оказалось достаточно для того, чтобы лидер крымских татар, всемирно известный правозащитник, политик, украинский депутат, просто был отлучен от родины, скажем так. И вы помните, что Мустафа Джемилев развернулся назад исключительно для того, чтобы дать возможным тысячам людей, которые поехали его встретить, вернуться обратно. Потому что после того, как и я тогда там был, мы прошли к нему навстречу, сзади нас выстроилось огромное количество сотрудников силовых ведомств, так называемая самооборона и так далее. И чтобы люди были впущены назад в Крым, он как бы сделал заявление о том, что он не будет нагнетать обстановку, развернется и уедет обратно в Киев, иначе бы, я думаю, он поступил по-другому тогда. Поэтому большого смысла в том, чтобы он сегодня проезжал в Крым, я не вижу, потому что, на мой взгляд, решения и действия пограничной службы Российской Федерации будут очевидны. Найдется любой формальный повод, чтобы его не пропускать обратно.